Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и беседуем с теми людьми, которым, как я выражаюсь, есть что сказать. Сегодня у нас в гостях Соня Кошкина. Привет, Соня. Привет. Соня Кошкина — известный журналист, редактор, шеф-редактор издания lb.ua, «Левый берег», ну и заодно еще канал Кишкина. Такой, И телеграм-канал. Здравствуйте. телеграм-канал, да. У нас сейчас везде все, Да. но это правильно. И вот вы знаете, что в Украине прошли местные выборы. Я обращаюсь сейчас к жителям оккупированных территорий Крыма, прежде всего. Вот остальные, конечно, знают. Эти выборы не являлись темой канала АТР, ну, как это не наш, в общем, профиль. Мы практически никак не освещали эти выборы, ну, в таком рабочем режиме. Я очень рад, что Соня пришла, потому что она человек, который в этом разбирается. И значение тут, конечно, имеет не столько выборы в каком-то конкретном городе. Я хочу говорить и на частных примерах о тенденциях, которые... Ведь это же тоже такие как бы праймерис перед другими следующими выборами. Это промежуточные выборы, такие, которые показывают температуру, да. Вот, поэтому мы будем допрашивать Соню Кошкину в хорошем смысле этого слова. И у вас есть возможность звонить, есть телефон, есть Viber, есть Skype. Вы можете звонить в любой момент и по теме задавать вопрос Соне. Я так буду палец поднимать, значит, у нас есть звонок, и мы вас выведем в эфир. Не теряйте такой возможности, потому что я и сам хочу разобраться. Дело в том, что не строю себя эксперта никакого в этих делах. Люблю людей, которые профессионально этим занимаются чем-то, да, конкретно. Вот в том числе занимаются непрофессионально мои сегодняшние гости. Я не знаю даже, с чего начать, все такое вкусное, знаешь, как... Ну, давай попробуем начать, а там уже... Ну, что для тебя, давай тогда ты будешь солировать и скажи, что главное, вот по масштабности выводов твоих. Вот. Ну, выводы, начнем все-таки с обобщающей информации, заключается она в том, что раньше местные выборы, они, в принципе, особо никого не интересовали, если только это не выборы мэров крупных городов. Мгм. А это первый раз, когда местные выборы стали событием действительно общенационального масштаба. Причина проста — это децентрализация. Уже достаточно длительное время, ну как длительное время, несколько лет она вступает в силу. И сейчас на финальной стадии, на стадии завершения, в общем-то, выборы должны поставить в этом точку. А еще одну следующую, самую последнюю точку — это финальная версия закона о децентрализации, которая теоретически должна быть принята до конца этого года Верховной Радой, если не помешает ковид, либо какие-то Мгм. другие форс-мажорные обстоятельства. Вот. И а, деньги и полномочия на местах. Долгие годы регионы всегда оглядывались на Киев. Последние несколько лет они оглядывались уже больше по инерции. Сейчас они оглядываться перестанут. В общем-то, мы знаем, что ни в одном областном центре не победил представитель «Слуги народа», крупном, даже не просто областном центре, а просто хотя бы просто в крупном городе. Мгм. И тот же Кривой Рог, родина президента, тому примером кандидат от «Слуги народа», при том, что он же менеджер Ахметова, предприятия местного крупного, он очень сильно отстает от Вилкула-старшего, который, в общем-то, они оба выходят во второй тур, но разрыв достаточно серьезный. Мгм. И, в общем, то же самое можно говорить о других городах крупных, не только об областных центрах. Поэтому децентрализация на финальной стадии, вся власть переходит на места окончательно уже. Ну, ты говоришь, что значение выборов возросло, однако избиратели в своей массе так не считают. Ти про явку. Я про явку, которая, ну, просто жахлива українською мовою, якщо казати. Ну, вот просто график за период независимости Украины, да, по годам. Ну, Мгм. подряд 75,6%, Это именно о 70,8%. местных выборах. А местных, именно местных. Дальше, это 94-98, дальше 2002 год 69,3, уже ниже, чуть-чуть, правда. Дальше 67,6, опять чуть-чуть ниже. Потом резко ниже в 2010 году 48,7. Потом не резко ниже в 2015 году 46,6.
и антирекорд истории Украины по местным выборам, хотя вроде бы действительно полномочий больше, и вот самое время идти и определять судьбу своего города, да? И 36,9. Ну, может быть, это ковид. Вот какие у тебя версии? Ну, на самом деле тут сумма причин. Я не думаю, что это трагедия, потому что если мы посмотрим на в других цивилизованных странах на статистику по местным выборам, она по явке не будет сильно отличаться. Это нормально. То есть то, что в первые десятилетия, 15-летия независимости были такие аномально высокие, они аномально высокие были, потому что для людей на тот период времени, 90-е, нулевые, полноценные, независимые, честные выборы, ну, честно, это было в диковинку, да, и поэтому в том числе была такая высокая явка, сейчас уже все привыкли. Она прогнозировалась низкой, и в том числе президентский опрос, как мы знаем, был затеян с целью ее повышения и привлечения молодежи. Но в очень многих городах, во Львове, в Киеве, в других городах из-за ковида наблюдались очереди на участках, которые люди часто просто не выстаивали. То есть они приходили, видели большую очередь, которая очень медленно двигалась, и разворачивались и уходили. То есть в реальности было бы без ковида 45%? Да? И такого бы не было скачка, вот 46. Возможно. Но еще раз говорю, я эту явку не считаю прямо катастрофической, потому что на самом деле, когда это уже все плюс-минус посчитали, да, а когда был сам день голосования, воскресенье, все говорили про низкую явку, в основном по крупным областным центрам это было 18-20, но в Ровно, например, было всего 12. Вот 12 это низкая явка, да, как бы и 18-20 это, в общем-то, немного. Вот. Но когда я уже звонила там узнавать о том, какой ситуация в том или ином населенном пункте крупном, первое, что я говорю, только не говорите, что у вас низкая явка, она везде низкая, это нормально, все хорошо. Вот о чем это говорит? Ну, во-первых, я читал такую аналитику немножко, что украинцы решили как бы уравновесить центральную власть, проголосовав за другие партий, за других, там, не знаю, людей, не от слуг народа, да? Ну, я не думаю, что кто-то там шел особенно на выборы что-то уравновешивать, это каждый по-своему голосовал. Но почему именно так получилось? В чем причина? Партию и слуги народа не успели построить, нормальных кандидатов к себе привлечь, вырастить. Причина фиаско слуги народа, ты имеешь в виду? Ну, я бы не назвал это фиаско, потому что... Это полный провал. Фиаско, Это же думаешь, фиаско, да? это не фиаско, это вообще-то, я думаю, что можно закрывать те немногие партийные офисы, которые есть, и просто идти домой. То есть это провал партработы, ты хочешь сказать? А ее не было. Партработы не было. Ячеек слуги народа, полноценных партийных ячеек слуги народа, до сих пор они не во всех городах есть. Партийная работа не велась. Как сказал один из лидеров партии, он говорит, мы проиграли эту кампанию, даже ее не начав, потому что где-то с прошлого года, с конца прошлого года несколько лидеров партии и политических, не обязательно по должности политических лидеров, они пытались каким-то образом донести до своих коллег и до первых лиц государства, что необходимо, в общем-то... Уже готовиться. Да, за год точно. Уже. Да, начинать подготовку кадровую, потому что на самом деле кадровый провал по слуге народа, по линии партийной, он мы же помним, в какой спешке состав Верховной Рады даже собирали. Да, безусловно. Да. А на самом деле, как бы партийную работу, ну, в Украине до сих пор есть только одна системная политическая сила. Да, Батьківщина. Да. А слуга, вернее, а ЕС по итогам этих выборов, пройдя во все органы вот власти? Про ЕС я тоже хочу сказать обязательно. Да? Там по ЕС немножко другая ситуация. По ЕС буду говорить. Давай сейчас вот блоками все. По слуге народа. Они не занимались партстроительством. На самом деле слуга народа, ты правильно вспомнил, что даже в парламент они собирались с колес. И они мне этим очень напоминают Народный фронт, который в 2014 году зашел в парламент просто на двух вещах. Они очень точно попали в тренд, в патриотические настроения. Ну, после Майдана, понятно. Да, и это был организаторский талант Александра Валентиновича Турчинова. Он за 3 недели собрал несобираемых воедино людей в патриотическую политическую силу, в проект, который прошел в парламент, но который так и не смог стать партией. Кстати, да. Они не занимались точно так же, как и слуги народа, партийной работой. Ну, Народный фронт тогда говорил, Яценюк был премьером, нам не до этого, мы не можем распылять усилия, мы вот в парламенте, мы... Ну, это такие, это оправдания. Почему такая недальновидность? Это же очевидная вещь. Ну, потому что, когда люди заходят во власть, они считают, что они вечны, и так будет всегда. И на самом деле со слугами происходило все то же самое, абсолютно один в один. И когда я писала очень много об этом, я говорила, и не только я говорила, там, просто не хочу на себя лавры какие-то одевать, да, что, ребят, если вы не будете этим заниматься,
заниматься, вы пролетите как фанера над Парижем. И на самом деле те результаты, которые они еще сейчас получили, то они все-таки получили еще за счет рейтинга Я же президента. тебе говорю, что у них в абсолютных числах, у них депутатов больше всего в местных советах. Это ни о чем не говорит, потому что в местных советах политическая принадлежность — это очень условная вещь, очень условная. Вот. Они не занимались партстроительством. Конечно, они рассказывают сейчас, оправдывая, я даже сегодня читала комментарии верховных слуг, что, дескать, это успех, мы хорошо прошли выборы. Но на самом деле это лукавство, причем такое очень неприятное лукавство, потому что все понимают, что они круто проиграли. Они официально говорят две вещи, что первое — это нам ковид помешал партстроительством заниматься. Ну, на момент начала ковида в марте у вас уже должно было быть все запущено. А второе — это то, что мы проиграли децентрализации, потому что мэры имели уже на тот момент такие рейтинги, такие успехи, они имели конкретные дела, которые в городе любом можно пощупать, и наши политические истории как бы никак не могли с этим конкурировать. Ну, камон, ребят, вы просто ничего не делали. И это проблема. Бог с ними, как с партией. Понятно, что сейчас они уже ситуацию никак не поправят. Я думаю, что, мне, конечно, интересно посмотреть, будут ли какие-то по этому факту оргвыводы. Ну вот пишут уже, что господин Трофимов, вроде бы УП пишет, что, может быть, вы тоже писали, я просто не видела, хотят отправить, так сказать, поблагодарив в кавычках за выбранную кампанию. На самом деле там вопрос не только в кампании. Он занимался региональной политикой. Ну вот, и видимо, да. Кадровая политика как таковая с разных сторон этого вопроса стала главной причиной поражения слуг на выборах. У них не было людей, которых они могли бы выдвигать в городах. Они, естественно, судорожно их искали в последнюю Слушай, минуту. очень как-то странно. Вот у тебя есть такой гандикап, да, как Зеленский, победа на выборах оглушительная, на президентских, на парламентских оглушительная, да, и по идее в партию «Слуга народа» в каждом месте, ну, должен был стремиться пойти какой-то человек, добавив к своему личному рейтингу рейтинг Зеленского и партии. Но вот, как ты говоришь, видимо, не пошли. А никто не занимался этим. Даже, подожди, дело не в том, что они не пошли. Поговори с мэрами крупных городов. Их не брали. Нет, они, например, они уже избранные мэры, они в администрации, вот мне, я писала об этом очень много, мне несколько человек это говорили, вот я мэр города-миллионника, я по долгу службы должен общаться с администрацией президента, но это просто, это необходимость. Говорит, я по 3-4 месяца не могу попасть на прием вообще. К Трофимову я не могу попасть, мне не с кем коммуницировать. А он именно канал, который на Зеленского, из регионов, да? На нем теоретически, да. регион. Но мы просто помним, что, например, у Порошенко этим вопросом занимался Виталий Ковальчук, который создал под 2015 год выборы технологический проект «Наш край», куда брали всех, кого нельзя было взять в ББП по идеологическим соображениям, куда брали всех, кто как бы финансово участвовал в этом вопросе. В общем-то, это был технологичный проект, но он достаточно неплохо выстрелил, да. То есть был канал коммуникации, был человек, который этим занимался. Здесь его не было. Это все было просто вот вольница, такая анархия. Все были предоставлены сами себе. Вот. И об этом свидетельствует тот факт, что ни в одном, как я уже сказала, ни в одном крупном городе не будет мэра «Слуги народа». И зачастую представители, кандидаты от «Слуги» занимали 3-е, 4-е, а то иногда и 4-е, а бывало такое, что и даже 5-е место на мэрских выборах. Я напомню, что 4 глав УГА баллотировались. Это вообще что? Руководитель области, он должен заниматься, извините, то есть областью. это уже от того, что просто некому было заявить, вот да? вообще некому. То есть вот ты бы шел по улице, как бы тебя хватают, сажают в машину, говорят, паспорт с собой, все, пошли, будешь кандидатом. Скажи мне, твоя версия, почему так не заладились отношения у Зеленского с мэрами городов? Я не буду там про Кернеса говорить, да, но самый яркий пример — это Филатов. Днепра. В принципе, с Кличко у них тоже не заладились отношения. Сам не буду перечислять, ты лучше знаешь все. Ведь, казалось бы, да, многие из этих людей имели, скажем, сложные отношения с прошлой властью, с Порошенко. Да? Нельзя сказать, что они прям были его людьми, там, душа в душу с ним жили. И вот пришла новая власть, и, по идее, как-то 2 варианта, да, 3. Либо вы там сливаетесь в экстазе, вы друзья, либо вы там противники, враги друг друга, как это у нас умеют, публичные там пощечины, ответы и так далее. 3-й вариант такой, нейтральное отношение, такое сожительство, да. В итоге, мне кажется, что во многих случаях оказался вариант именно противостояния. И на противостоянии центральной власти вот многие получили тоже и голоса. Почему? Хотя вроде популярная власть. Где тут социология? Как это понять? Я не думаю, что это вопрос лично Зеленского. Я думаю, что это вопрос его стафа.
Мгм. которые, как я уже сказала, не коммуницировали с регионами, это первое. А второе, как мы помним, в самом начале его каденции, когда руководитель приезжал в регион, он мог устроить показательную порку на совершенно пустом месте. А то есть обиды еще и лично. Конечно. И на самом деле это действительно как бы это закончилось тем, что мэры озлобились, Мгм. закрылись в своих домиках, действовали уже сами для себя. Еще и партию на всякий случай зарегистрировали. Ну, мэрская партия пропозиции это отдельная тема, как бы на самом деле она не везде далеко как бы собрала столько, сколько Ну, как объединение мэров неформальное, оно все равно Да, состоялось. оно да. есть. И на самом деле на это многие обратили внимание в связи с историей с мэром Черкас во время карантина. По разным причинам ряд мэров крупных городов, тот же Тернополь, например, сюда можно добавить, да, я уже про Черкасы сказала, другие города, они стали очень активно выступать против центральной власти. Локальные причины в каждом городе были свои, коронавирус просто стал таким информационным поводом, толчком. Мгм. Но это уже приобретало такой эффект снежного кома. И было понятно, что они кашу вместе не сварят. Теперь, если мы там вспомнили Кличко, то понятно, что в Киеве у нас подвешенный вопрос с разделением должностей глав Да, КПГА. куда он решится? В какую Ну, сторону? во-первых, он никуда не решится, пока не будет принят закон о столице во втором Мгм. чтении. На сегодняшний момент Венецианка его зарубила в том виде, в котором он есть, насколько я помню. Его нужно... Нет, вру. Я говорила, Венецианка зарубила в том виде, в котором есть финальную версию децентрализации. Прошу Мгм. прощения. Там по ней. Вопросы институт префектов как раз они одобрили, все остальное там надо не то, что зарубила, надо дорабатывать. Вот. А по Киеву мне просто очень интересно, как будут дальше развиваться события, какое моральное право будет у Банковой пытаться сменить Кличко, если их Очень кандидат тяжело. набрала, не помню, она на 5-м месте. Вообще, лучше бы сейчас, Верещук на 5-м месте. лучше, ну тут и не ее личная вина, как бы, да, но... Это сумма факторов. Да, Это сумма факторов, и она там тоже есть вина, конечно. Если ты изначально как бы было понимание того, что это безрезультативная игра, то зачем было на нее соглашаться? Это партийная сомнительно. дисциплина. Должна быть дисциплина Она в партии. Я с большой симпатией отношусь к Ирине, она очень умная женщина и очень приятная, очень, на самом деле, в личном общении. Вот. Но она сделала для себя этот выбор. Ну, теперь, в общем, последствия были очевидны с самого начала. Если расчет был на то, чтобы как-то вот немножко набраться опыта на большом формате, окей, возможно, но мне кажется, что это Ну, слушайте, неудачная не про история. нее же речь конкретно, это ее личный опыт политический, но то есть могли кого-то другого более избираемого, что Ну, ли? например, в Харькове кандидатом от «Слуги народа» был местный глава ОГА, который, просто то, как он начал себя вести после того, как Кернес покинул город в Кучер, спешном да? порядке, да, это ничего, кроме омерзения, не вызывало. Что он начал плясать, так сказать, На костях живого человека, который, в общем-то, избрался в первом туре, а Кучер получил почетное 3-е место с каким-то там очень таким странным числом. Давай поддержки. поговорим про политическую судьбу Виталия Кличко. Вот вроде бы он вел себя все это время тихо, спокойно, да? Ну, была стычка с Зеленским сразу, потом как бы ровненько. При Порошенко он тоже ровненько себя вел, за границы своих полномочий, ну, так, я полагаю, не выходил, да? И вот он получает такую поддержку, после которой, как бы, ну, трудно к нему прикапываться. Да и даже я бы не советовал никому сейчас его сильно ругать из политиков властных, потому что это будет выглядеть, ну, странно, да? Ну, в первом моська туре. на слона, да. Ну вот я ты у нас журналистка, публицистка, я вот вот таких аллегорий не употребляю, но просто мне интересно, тут как с этим быть теперь? То есть если теперь его, ну, грубо говоря, пытаться его власть ограничить, да, это будет воспринято еще хуже будет, мне кажется. Ты знаешь, я на самом деле не думаю, что будет ограничена его власть Нет, и не конечно, будут не будет. предприниматься такие попытки. Сейчас его задача выстроить большинство в свою пользу в Киев Совете. Ну вот оно, смотри. Вот, ну чтобы ЕС набирает большинство, но там у них разница с ударом буквально 600 голосов. Смотри, если ЕС плюс удар,
Да, то у них 61 голос. да. Это больше половины, все. Но я думаю, что на самом деле так и будет. Вопрос Ну, просто в конечно. том, что ты сказал, что он себя тихо вел при Порошенко. Дело в том, что Петр Алексеевич, мы помним, что в 2014 году был заключен так называемый Венский пакт, Ну, когда да. он уступил Порошенко баллотирование в президенты. И одним из условий этого пакта было то, что список в парламент Удар и ББП разделят 50 на 50. Ну, когда Петр Алексеевич кому-то что-то обещает 50 на 50, в лучшем случае это заканчивается 70 на 30. И дальше, 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 дальше. Он не хотел его поддерживать при выдвижении на президентскую должность повторную, Мгм. Кличко Порошенко, я имею в виду. Он резко перед съездом за день упал, повредил спину и, в общем, не приехал на съезд. Но в последнюю минуту как-то так очень странно включился по скайпу. Но это так выглядело, что лучше бы он даже по скайпу не включался. Вот. Поэтому там, конечно, свои высокие отношения, но я думаю, что все-таки ситуативный союз они Ну, заключат. как бы любит, не любит, но... Жениться придется. Ну, то есть, Я думаю, смотри, они просто сейчас поменяются местами. Просто то Порошенко в этом союзе доминировал, а теперь будет Виталий. В Вот, принципе, это где-то даже и справедливо. ну, как типа компенсацию унижения, да? Ну, типа того, это ты сказал, я такого не Не, ну, говорила. то есть, исходя из того, что я же не наблюдаю за этим Да. пристально. Но смотри, ну, я уже начал так думать, а почему бы тогда господину Кличку не замахнуться на пост президента? А я думаю, что, возможно, он к этому и присматривается, но просто сейчас, вот исходя из осени, октября 2020 года, слишком рано об этом говорить. Мгм. И любой, кто будет на это сейчас замахиваться, это шарлатанство на самом деле. Более того, я думаю, что децентрализация и эти местные выборы закончатся одним из серьезных, далеко идущих последствий будет то, что из среды региональных лидеров могут выделиться новые общенациональные лидеры. Которых давно не было. Да, и Да. это не те очевидные фамилии, которые сейчас на плаву. Ну, например, там вот Филатов, да, как Мгм. бы. Не потому, что он там плохой или хороший, нет. Я просто говорю, что вот его фамилия, она на слуху, Но да. фигура мощная. Фигура очень мощная, да. Я имею в виду, что это будут люди, которых мы, возможно, сейчас... Невозможно, А мы с тобой сейчас этих фамилий Как не они знаем. станут известными всему украинскому народу? Это зависит уже от того, что Мгм. будет происходить в стране. Мгм. Про неудачные попытки на выборах. Конечно, все обсуждали это везде, что вдруг появился феномен господина Пальчевского. Нет, это не феномен, это деньги Вадима Столара. Причем тут Окей, феномен? да. Ну, может быть, и не только его, и не знаю, чьи. Ну, например, там многие намекали вообще на Кремль, на Россию и так Мгм. далее, да. И писали в Фейсбуке, там и гражданство российское у него нашли, там Бутусов, да, публиковал такие достаточно, ну, разгромные с точки зрения политические вещи. Вот. Я его кандидатуру я вообще, в принципе, не знаю. Я знаю только то, что он ездил, по-моему, на ток-шоу в Россию во время войны, да? Да. Ну, то есть там, в принципе, не очень пахнет, да? Ну, окей, в принципе, там у многих не пахнет. Но вдруг я еду в августе в Западную Украину, и самый край, и приезжаю всю Западную Украину, и везде Пальчевский. Такое впечатление, что какой-то новый политический лидер, который просто вот на каждом углу ты выезжаешь Нет, а за если бы поворотом, да. ты поехал летом в Одессу, а ты был в Одессе, И был ты в Одессе ты тоже, увидел да. там то же самое. То На есть самом деле, ровненько, знаешь, покрытие ровненько. да, это значит, что Да. просто люди вовремя купили бигборды, Мгм. а в каких-то городах местные представители элит вовремя вложились во франшизу. Вот и все. Ну и в что они вложились? Нет, ну там нужно смотреть. Ну да, как ты же сказал, что это неудачные попытки мы обсуждаем. Результат, конечно. Вложились и да, ну вложились, все, считай. Но еще я слышал такую аналитику, что Пальчевский — это один из боковых проектов пророссийских сил, как, например, «Шарик», да, с одной стороны. То есть не ОПЗ же единым жив, так сказать. Ну, ПЗЖ там тоже очень серьезная внутренняя конкуренция. А человека, который главный бенефициар этого проекта, я уже назвала, и мы знаем, что он и бенефициар у ПЗЖ, в общем-то. Поэтому это просто два рукава одного пиджака. А Медведчук что, это где-то мимо проходишь? Нет, почему мимо? Медведчук это ОПЗЖ. Но ОПЗЖ это такой коллективный разум. То есть это не один только Медведчук. И, скажем так, там есть несколько центров влияния. Ну, условно, вот «Шарик», ОПЗЖ и Пальчевский. Да. Это такой пророссийский клин или нет? Ну, я бы не сказала, Нет? что это одно целое. На самом Не деле... одно, ну по смыслу. Тут такой момент, и мы обсуждали это с тобой в кулуарах, что на президентских и парламентских выборах очень многие потенциальные избиратели бело-голубого фланга поддержали Зеленского и его политическую силу. И за год «Слуги народа» ничего не сделали для того, чтобы этих людей хоть как-то идеологически удержать
и фактически дали ему идти либо обратно в ОПЗЖ, либо в те два проекта, о которых ты сказал. И, в общем, результаты выборов говорят сами за себя. Вот в городе, прекрасном городе Мариуполе, где очень хороший, очень эффективный действующий мэр победил в первом туре. Мгм. У него по состоянию на 2 часа дня было то ли 67, то ли 68%. То есть, ну, круче, по-моему, только Сергей Надал в Тернополе 70%. Мгм. Вот. Но при этом в городской совет точно заходит партия Шария, которая набирает больше, чем «Слуги народа». Вот. Поэтому я хочу, конечно, посмотреть на финальные цифры. Это пока предварительная информация. Вот, поэтому будем смотреть, что будет итогом. Но просто сам факт, мне кажется, говорит о способах строительства «Слуги народа». И, в общем-то, Мариуполь — это важный город. Это, по сути, сейчас центр Донецкой области. Очень много говорит. Скажи, а почему люди, особенно на местных выборах, голосуют за политические структуры, которых де-факто нет? Вот, ну, в рубрике, это ну вопрос к какая людям. партия Перемога Польчевского? Где она? Ее нету, это А какая фейковый партия проект. Шарика? Где она? И вот люди идут на местные выборы и голосуют в свой сельский городской совет за представителей фантомов. Да, есть такой. Но это та часть людей, у которых вместо головы телевизор или YouTube. Мгм. Они всегда были, и это тоже часть нашего общества. Ну, будущее проекта Польчевского и проекта Шарика какое? Ну, я имею в виду, на следующем уже общенациональные будут выборы. Общенациональные выборы, во-первых, еще не скоро. Ну, не скоро, но не следующий. Посмотрим. Я не готова говорить о общенациональных выборах за 4 года до них. Не готова, не знаю. Я думаю, что все очень сильно изменится к тому времени. Новые лидеры. Вот действительно никто не появляется. Да? Такое ощущение, что есть какой-то фаервол, да, от Мгм. новых политиков. Я не знаю, кто этим занимается. Телеканалы олигархические там не дают людям стать узнаваемыми вообще. Нет, на самом деле сейчас с этим нет проблем, потому что поменялись технологии донесения информации, и, в общем-то, базовую популярность ты можешь абсолютно спокойно получить в На Ютубе, Ютубе. например, да? Да, а уже телевизор — это следующий этап. И, кстати, партия Шария тому пример. Да, то есть, как бы, когда о нем говорят на каналах, но начиналось-то все с Ютуба. Поэтому я так не думаю. Я думаю, что это вопрос на самом деле времени, желания конкретных людей профессионально заниматься политикой, осознанный выбор, потому что политика — это сфера профессиональной деятельности. Я понимаю, что в прошлом году ты мог украсть 3 бутылки пива и сразу стать народным депутатом. Но это исключение из правил. Да, на самом деле, в общем-то, это серьезная история. И практика показывает, что даже в среде «Слуги народа» наиболее успешные и эффективные люди — это как раз те, кто скажем так, более или менее профессионально в политике. Единственное исключение из правил, по мажоритарным депутатам, например, год назад я очень, конечно, сильно возмущалась и говорила, что это инстаграмные мальчики, как это так. В частности, очень обижала Александра Скичко, который избирался по Черкасской области. Но тоже была летом на Черкащине, и местные очень так благополучно о нем отзываются, говорят, что он очень энергичен, и даже если не всегда не полностью эффективен, то он уделяет время округу, он все время приезжает, тут интересуется проблемами в Киеве. А его коллеги говорят, что он всех ходит, просто задалбывает проблемами своего округа. И это хорошо. Ну, видишь, вот «Слуга народа», как такая волна, да, она с собой принесла все. Конечно, естественно. Абсолютно все. Конечно, да. И среди них есть очень разумные, приличные, патриотичные люди. Там. Есть, С есть. тем же Потураевым ты интервью делал, Да. например, да? Очень умный, глубокий Умный, человек, глубокий да. человек, Да, не да. системный такой. Он сейчас отодвинут от тех процессов, идеологическим, скажем так, к которым имел отношение с самого начала, но это объясняется не тем, что его отодвинули, а тем, что идеологических процессов в партии нету. Поэтому чем заниматься-то? А идеологию так не придумали, да? Нет, Не они сначала они были либертарианцы. Потом, это очень сложное слово, сложно произносимое слово, потом Не для наших ух. Да, перешли на либералов. В общем, потом там было еще какая, а потом они были центристы, а потом Александр Корниенко, сказал, что партия должна быть секси. Судя по результатам выборов, у украинцев все-таки немножко другие То предпочтения. есть секс и власть немножко разделяют. Да. Избиратели. Ты обещала про европейскую солидарность рассказать. По-моему, вот они, да, выступили как раз системно. Да, они выступили они системно, работали. это правда. Да, Это правда. и это видно просто, по результатам видно. Они выступили. более-менее ровный, Ты знаешь, да. что еще интересно, что они зашли во все местные советы, практически крупные, и набирали сейчас даже на Юго-Востоке, где, например, президентские выборы у Петра Алексеевича прошли разгромно.
В той же Приведи пример. Ага. в той же Одессе, например, был очень прогрессивный... Вообще в Одессе, кстати, был от ЕС очень хороший список. Вот на области я не знаю, а в горсовет... Обухов, кажется, да? Петр Обухов, да, это был их кандидат, молодой парень, он урбанист, он очень хорошую репутацию имеет в городе. И по экзит-полам он был на 3-м месте, на 4-м Олег Филимонов, но сейчас они поменялись местами, Олег Филимонов на 3-м, Обухов на 4-м, но там разница 0,5%, может быть, она еще изменится. Ну, тут уже и значение это большого не имеет. Вот. В облсовет список возглавлял Александр Ройтбург. Вот. И понятно, что всякий уважаемый человек не может не проголосовать за Александра Ройтбурга. Всякий разумный человек. И при этом список «Слуги народа» в Одессе был очень качественный. И что дает надежды на то, что, в общем-то, в облсовете будет здоровая коалиция. И, скажем так, интересы Галантерника в этом городе больше не будут. Тем более, что у нынешнего главы Геннадия Труханова испортили с ним давно отношения, в общем-то, и такой близкой связи, как раньше было, ее давно уже нету. Но определенное представительство депутатов в городском и областном советах, скажем, накладывало определенные ограничения. А сейчас этого не будет, и, в общем, будем надеяться, что в Одессе будет здоровая коалиция. Ну, про ЕС я хочу вернуться. Это и в плюсы выборы пошли, да, очевидно? Кому я не... ЕС. ЕСу, да. Так я сказала, что они сейчас на крепком, хорошем уровне, даже там, где президентские выборы Петру Алексеевичу не дали ничего. Это хорошая тенденция. Ну, просто помнишь, после выборов сразу многие аналитики хоронили Порошенко уже как политического это лидера и так естественно, далее. Ну, поражение было такое серьезное. Очень мощная фигура, и он очень мощная фигура, и, безусловно, когда заканчивается эпоха, то быстро ее лицо этой эпохи пытаются похоронить. Но это вовсе не означает, что он отошел. Хотя, конечно, в чем я не могу не согласиться с Зеленским, это в том, он несколько раз говорил об этом в интервью, что Петр Алексеевич часто думает о себе как о действующем президенте. Он действительно так себя воспринимает. Плохо ли это, хорошо ли, я не знаю. Я просто говорю, что да, это факт. Вот. Ну и, в общем, по Киеву у них уже результат определили очень хороший. Да. Даже, может быть, и неожиданно хороший. Да. Но смотри, то есть, в любом случае, ЕС — это Порошенко. Безусловно. Других политических лидеров даже на 50% там нет. Да. И даже список в Киевсовет возглавила супруга Петра Алексеевича, то есть то ли он никому не доверил, то ли действительно это было решение электорально направленное. Но в любом случае все остальные узнаваемые фигуры ЕС, они сильно-сильно ниже. Да? Говорит ли это о том, вот при всем при этом, при всей этой волне критики Порошенко, там и заслуженные, и незаслуженные частью великой, да, что у него есть шанс вообще вернуться к президентским выборам, например? Смотри, еще раз, я не готова за 4 года до президентских выборов и парламентских обсуждать президентские. Я не знаю. Я понял, но он этого хочет? Конечно, он этого хочет. Конечно, любой большой политик, но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но опять-таки, вот почему я говорю, что за такой большой срок что-то прогнозировать, это шарлатанство, потому что возьми историю с ковидом. Например, выборы в Харькове, к которым никто не готовился, что все знали, что Геннадий Адольфович — это памятник, вот он вечный, да? И вот раз, и нет Геннадия Адольфовича. Дай бог ему здоровья и скорейшего выздоровления, все, что с этим связано. Так я видел результаты выборов. Есть Геннадий Адольфович? Вот в том-то и дело. Я просто говорю о том, что ковид, например, который год назад еще не существовал в наших головах, в наших реалиях, спутал карты очень многим. Тот же Петр Алексеевич переболел, тот же Виталий Кличко заболел в день выборов и так далее. Да? На самом деле этот список, к сожалению, очень длинный. Вот. Поэтому я не знаю, что будет через 4 года. Вообще он когда-то... Почему через 4? Президентские через 4 года. Нет. Почему нет? А когда президент? 19-й год были президентские, все, раз в 5 лет. 4 года осталось. Год президенту Зеленскому. Ну чуть меньше, да? Ну чуть меньше. В свое время Петр Алексеевич мне первый раз он в интервью об этом сказал. А потом несколько раз, еще на этапе избирательной кампании, еще до того, как он стал президентом, когда я его спросила, а чего вы хотите, да даже это было не интервью. Я помню, что вот мы вот так вот с ним за столом сидели, разговаривали у нас в офисе, и я говорю, чего вы хотите лично для себя? Ну, было понятно, что он будет баллотироваться, по-моему, это было сразу после Вены. Он говорит, я хочу, после того, как перестану быть президентом, я хочу стать депутатом Европейского... Я это очень хорошо помню, это у тебя в интервью было, да? А потом он в интервью мне это говорил, да, что я хочу стать депутатом Европейского парламента от Украины.
Мне кажется, это очень хорошая мечта. Ну, мне кажется, план поменяли. Для этого нет. Для этого Украина должна стать членом ЕС полноценным, иметь представительство Ну, это как свое в минимум, Брюсселе, да. Вот. И мне кажется, он был бы хорошим депутатом ЕС. Тут вопросов никаких нет. И по внешней политике, ну, к нему минимум вопросов, скажем, совсем минимум, да? Продолжим. Вопросы есть? Нас кто-то слушает вообще? То мы так очень... Да, так внимательно, ты все так говоришь, наверное, вопросов просто не возникает дополнительно. Нет, вопросы у зрителей. А вот пока нету, да. Удивительно. Обычно, ну, может быть, это действительно не совсем, не всю нашу аудиторию интересует, а с другой стороны, может быть, наша аудитория действительно об этом узнает из таких уст профессиональных, что тут спрашивают, ты все рассказываешь. Ну, это серьезно, потому что очень подробно анализируешь. Хорошо. Вот. И поступово. Степ-бай-степ. Следующий, конечно, опрос Владимира Зеленского. Ой, это очень смешной разговор, очень смешная тема. Я хочу поймать какого-нибудь верховного слугу народа, просто поймать и спросить. Ну, ты можешь, в принципе. Не, я могу, но я Можешь. просто из-за коронавируса стараюсь с ними общаться лично. Им повезло, ведь. Да, помнишь, как-то раз Бульба говорил, что, сынки, помогли тебе твои ляхи? Вот я хочу спросить, вы говорили, публично заявляли, что вам опрос повысит явку, особенно по молодежи. Вот, ребят, явку он вам повысил, мне очень искренне интересно это узнать. Если да, то насколько. На самом деле вчера, в понедельник, Евгения Кравчук говорила, она говорила ранее, обещала, что по состоянию на вечер понедельника будет обнародована информация о том, кто же проводил этот опрос и сколько он стоил. В субботу вечером я разговаривала с человеком, который был спикером этого опроса, и он, в общем, в воскресенье вечером он презентовал результаты предварительные, говорил о том, как прошел день. Его Ну, Гагарин, да? Артем Гагарин, да, он, естественно, он кварталовец, естественно, вот, и он в свое время известен политической аудитории тем, что он вел дебаты на Олимпийском. Очень позитивный, кстати, персонаж, ну, совершенно понятно, не про политику, он просто спикер. Первый раз в жизни, готовясь к политическому интервью, я рылась в Инстаграме, сказала спасибо, что не в ТикТоке, но я так понимаю, что это следующее. Злая, вот ты злая. Да, я злая, очень злая. Вот. Но мы говорили с Артемом, и он подтвердил, что это частная, это структура социологическая, компания, которая всем этим занималась. Короче, заказали соцопрос, назвали по-другому просто. Да, заказали соцопрос, деньги украинские, мецената, все будет в отчетах партии, деньги партийные. Дословно он сказал так, что придумал президент, заплатила партия. Имеет ли он на это право? Да, абсолютно имеет. Как и любая другая структура. Это гибрид соцопроса и экзит-пола получился. Что-то такое. Потому что соцопрос все-таки учитывает выборку. Да. Здесь посчитать вообще ничего невозможно. То есть я категорически не согласна с теми, кто кричит, что это преступление, что президент нарушил закон. Да ничего подобного. Ну, провели опрос, подумаешь, что Просто в день выборов это всегда, ну, как бы вызывает. Нет, но я хочу напомнить, что по состоянию на сентябрь, на 2 или на 3 сентября в Верховной Раде была попытка провести норму законопроекта, изменить закон о Центральной избирательной комиссии, позволив ЦИКу в день выборов проводить опросы. Да. Эта поправка не прошла даже комитет. Ее все равно вытащили в зал. В зале ее, естественно, завалили, и все, естественно, об этом забыли. Вот. Но если бы это случилось, то опрос делал бы ЦИК по уже взрослой методологии, первое, и мы с тобой, как граждане налогоплательщики. За это бы заплатили. Естественно. Соня, у нас есть звонок телефонный. Добрый вечер. Говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Соне Кошкиной. Добрый вечер. Игорь Степанович, Киев. Сначала реплика и вопрос. Соня, вы меня так удивили, сказав то, что не знаете, хорошо или плохо, что Порошенко никак не может смириться и остается как бы президентом. Это, для вашего сведения, очень плохо для государства. А теперь вопрос. Вы знаете, я телевизионный человек, я в этой же теме. Вот Порошенко, он просто, уже видно, это с утра до ночи идет как бы Мочилово. Он вроде справедливо, претензий к новой власти, все правильно. Но понимаете, дело в том, что в этой драчке, что он устроил, если посмотреть Верховную Раду, я, наверное, думаю, вы обратили внимание, что там уже у Порошенко не фракция, а прямо секта. Истерики каждый день, претензии каждый день. И вот что я к чему веду. Понимаете, вот смотрите, в этой борьбе, как бы, мягко говоря, в лапках, а в это время ОПЗЖ наращивает мускулы.
наращивать. Кстати, наращивать они начали и финансово, и другие вопросы, и телеканалы, вы знаете, еще при Порошенке. Вот. Вы понимаете, это очень серьезно. Я не знаю, как вы, так меня удивляет, вы всегда глубоко и тонко мыслите. Вы посмотрите, что будет завтра. Завтра будет 3 силы. Значит, ОПЗЖ, Порошенко и Зеленского. Ну и как они будут объединяться? А насчет выборов, ну я вас выправляю, что сроки еще ого-го. Но с другой стороны, у меня нет сомнения, что выборы в парламент провоцируют те же ОПЗЖ на следующий год. Ну а президента, я думаю, переизберут, когда появится личность. Личность мощная. Ну а Порошенко, у меня к вам личная просьба. Передайте по своим каналам и всем, кто его окружает, ну не будет он больше президентом. А где Я вопрос? понимаю, Вопрос где у вас? Я прошу он прощения. никогда больше не будет. Я потому что он барыга. Спасибо. Но я против таких определений, ярлыков. Вопрос мы не услышали. Нет, мы прослушали, про как ОПЗЖ, зовут да. человека. Да. Было приятно услышать, интересно ваши мысли. Я не могу, понимаете, как, если я сейчас буду кого-то поддерживать или не поддерживать, я перестану быть журналистом. Ну, Поэтому я могу любить, могу не любить, но я не могу свои личные симпатии выдавать за истину в последней инстанции. Именно поэтому я достаточно осторожна в оценках. И я, точнее, стараюсь быть корректна в оценках, скажем так. По поводу ОПЗЖ вы совершенно правы. Да, они наращивают. Да, это началось при Петре Алексеевиче. Да, ему это было выгодно, что он считал, что Юрий Бойко это лучший его спарринг-партнер для второго тура. И, в общем-то, до появления на политическом горизонте Зеленского к этому многое шло. И вдруг все поломалось. Да, и вдруг все поломалось. Тогда главной угрозой считалась Тимошенко, поэтому Бойко так вот рассматривалось, что он как бы лучший спарринг-партнер, но случилось так, как случилось. А то, что будет, не будет, я не знаю, пока еще рано. Из Крыма пишут наши зрители. Гости очень интересные. Не хочется перебивать его какими-нибудь вопросами. Саул. Спасибо, очень приятно. И держитесь там в Крыму. Я надеюсь, что мы скоро соединимся в одно государство, так как должно быть. Угрожает ли нам реванш вот этих сил? Так, смотри, или у них какой-то есть потолок, через который они никогда не Нет, перейдут? электоральный потолок у них есть. Какой? Я не готова сейчас говорить про абсолютно. Ну, на загал, приблизно. До того, как мы наши северные недруги оттяпали у нас значительную часть территории, это было приблизно 50 на 50. Да ладно. Ну почему? Вспомни голосование 2010 года по цифрам. Вспомни парламентские 12. Но уже, наверное, не повторилось бы такое после Майдана. Тогда, я же говорю, что, правильно, ты говоришь после Майдана, Да. я говорю, что до 2014 года расклад был, 45 на 55 в пользу, 55 имеется в виду проевропейских сил больше, но плюс-минус было 50 на 50. Сейчас я не готова, еще раз говорю, называть конкретные цифры, но то, что есть определенное количество в обществе людей, которые поддерживают эти пророссийские настроения, это факт. И, конечно, у меня тоже большой вопрос к деятельности, например, службы безопасности Украины, которая допускает очень многие вещи, да. И по тем же телеканалам, да. Вот. Ну, окей, мы можем об этом только говорить. И на самом деле, да, наш зритель, хотел сказать, читатель, абсолютно прав, что это начиналось еще при Порошенко, но при Зеленском это продолжается. Это такая потрясающая преемственность в политике. Да, вот как причем где бы, но здесь просто, я не знаю. Да. Просто... У них как все было хорошо, да. так сейчас еще лучше, да, есть, это правда. Смотри. Про Порошенко ты сказала, что он не видел в этом угрозы, и поэтому вот это типа не боролся с этим всерьез. То есть он не то, что не видел угрозы, он вообще такой человек, что он как бы предпочитает всегда дружить со всеми. И он считал, что для него это более, это, скажем так, этот ситуативный, я не могу назвать его союзом, это не совсем корректно. Не союз, конечно. Вот, но это ситуативная игра. Сейчас на этом этапе более приемлемо, чем в политике же нет друзей, столько вечные интересы, поэтому... Правильно, но все-таки есть какие-то общие угрозы, которые, может, не все у нас осознают вот в этих внутренних драках, да? Не знаю, опять же, действительно, никто точно не скажет, какой процент у нас готовы голосовать за условных пророссийских, да? Но все-таки почему Владимир Зеленский, вот сейчас они, например, поняли, что насколько опасны эти каналы, которые выводят в прямой эфир уже из ютубов шариков, которые выводят разных других людей подобного формата, да, которые отжирают у них огромное количество электората, при этом очень часто нарушая закон, грубо говоря... Законы Украины по ряду статей. Да.
И ведя антиукраинскую, пророссийскую, Ну, у меня тот же самый вопрос, у меня нет на него ответа. Почему? Я не знаю, А чем помнишь, они думают. сначала Зеленский говорил, что мы разберемся, мы знаем источники финансирования, все. Слушай, на этапе избирательной кампании можно говорить... после что было? угодно. Ну, может быть. Я не знаю. У меня тот же самый вопрос. Когда грянет гром, будет уже очень поздно. Но это реально опасно. Это вопрос национальной И безопасности. тут да. интерес Зеленского прямо совпадает с интересами каждого Абсолютно. патриотичного Я украинца. просто Да. думаю, что об этом на Банковой не думают. Это не считают первостепенной проблемой. Очень зря. Да. Они сами, в общем-то, пришли туда благодаря телевизору и должны понимать, чем чреват телевизор. Ну, образно телевизор, я имею в виду. Современные средства коммуникации. По опросу еще хотел. Значит, По опросу, давай прям по пунктам. Давай сначала давай в общем, я а тебе потом добавлю что-то, немножко да. по опросу, потому что на самом деле сейчас начнется самое интересное, потому что... Что с этим делать? Да, с этим Да. делать. Во-первых, ну окей, я сейчас даже не буду говорить, как посчитать, как проверить. Не посчитать никак не проверить. Было много видео. По 5, по 10 по 5, раз. по 10 да. раз. Где-то эти документы, они не есть... Получился халатный соцопрос, непонятно, Да, без выборки. Да, Без этот выборки. опрос, эти документы, это бланк не есть документом строгой отчетности. Я могу сейчас такой же нарисовать, ты можешь пойти напечатать. Ну, то есть это не... Но, окей, хорошо, ладно, допустим, вот Плюс-минус. те но цифры, да. которые мы видели, пусть. Мгм. Значит, пункт первый. Большая часть, вот там всего 5 вопросов. Например, свободная экономическая зона Донбасса — это простое голосование в 226 в парламенте. Да зачем? Каннабис Да. на самом деле правильный, и мне кажется, что Абсолютно полностью поддерживаю. Мало что он правильный, это самое безобидное из того, что Конечно, там потому есть. что это же это не трава в подъезде, Конечно. понимаешь? Это специальные медицинские препараты, которые людям по срогу учетности, Конечно, людям конечно. с тяжелыми болями, из типа, по-моему, Паркинсона еще, Да да, и там болезнь. много, там Да, даже показания, псориаз. реальные медицинские Конечно. показания, да? Это 226. Да. Дальше. Первый вопрос про коррупцию в особо крупных. Ну, я специально не поленилась. Я Кстати, я не изучала. Интересно. Изучила я этот вопрос. Значит, Уголовный кодекс Украины предусматривает, ну, во-первых, особо крупные, это есть определение, что такое особо крупные. Если речь идет о чиновнике категории А, то там, по-моему, 60 необлагаемых минимумов. Это особо Сколько это крупные. сейчас у нас? Сейчас у нас, я тебе сейчас скажу даже Хорошо, конкретно. мы не спешим. Я Всё тебе время сейчас есть, скажу, давай. у меня рукописи не Мы горят. же за доказательную медицину. Да, нет, ты же знаешь, я всегда очень активно готовлюсь, и вот как раз я когда готовилась к интервью с этим Артемом Гагариным, я собирала, вот мои друзья-юристы мне с этим помогли, в частности Денис Головин, за что ему очень большое спасибо. Вот, сейчас. И его, кстати, телеграм-каналу, который я всегда читаю, юридическому. Мгм. Значит так, есть ряд статей Уголовного кодекса, за которые у нас можно получить... Вот, я нашла. 60 необлагаемых минимумов — это... Ну, сейчас я найду. Нет, вот цифру... В общем, короче, Ну, так. это хищение в особо... Если речь идет о категории А чиновники. Если это не категория А, то есть это не топ-чиновник, Мгм. а это просто какой-то там другой человек, да, то особо крупные это... В опросе Зеленского предусмотрено, что это пожизненное заключение. Мгм. Значит, у нас есть, как я уже сказала, ряд статей Уголовного кодекса, которые предусматривают возможность наказания до 15 лет. То есть Максимальный срок. Максимальный срок, да. Обычно это от 8 до 15. Это терроризм, это военные преступления, Госизмена. это геноцид, это госизмена, это повторное изнасилование малолетнего до 14 лет. То есть это вот такие жуткие преступления. Ну, понятно, да. Опять-таки, вот мне подсказывали юристы, что бывает, что по сумме преступлений может быть даже больше и 20. Это как судья. Сложит она Да, или да. поглотит? Но в принципе обычно дают либо до 15, Мгм. либо уже сразу пожизненное. Но пожизненное крайне редко. Но это же только за насильственное преступление. Да, вот это то, что я сейчас Да. перечислила. Ну вот я тебе вот у меня, Это всё, у меня ну, таблица, понятно, да, о каком ряде деяний посягання идет на речь, територіальну да. цілісність, посягання на життя державного чи громадського діяча, умисне убивство з обставинами, які обтяжують, зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинено повторно. Ну, ось вот такого порядка вещи можно получить пожизненно, но, как правило, дают 15, либо если там, вот юристы мне подсказывали, что редко, когда идет одна статья в суд, как правило, их совокупность, и тогда по совокупности Все может равно быть... пожизненно не давали, по-моему, в последнее время. Я не слышал. Практически Я не нет. слышал. Есть 13 стран, где за коррупцию предусмотрена смертная казнь. Но они как бы не европейские. Это Китай, естественно. Ну, давайте не будем. Это Сингапур, это Ближний Восток, это Ирак,
Но Иран, и это Таиланд. это не ЕС, куда мы стремимся согласно говоря. Конституции Украины. Да. Поэтому понятно, что этот вопрос спекулятивный, и он нереализуемый. Дальше вопрос про то, чи підтримуєте ви право України щодо гарантії Будапештського. Конечно, мы поддерживаем право А Украины. зачем это переспрашивать у самих себя? Это как сам себе с зеркалом разговаривать, знаешь? А ты вот за все хорошее? Да, кивает тебе зеркало. А зачем? Вот Есть у меня такой парламент, вопрос. Вот дальше, есть государственная доктрина, с что мы этим единое делать? государство, что... Но мой и так любимый далее. вопрос — это 300 голосов, это, безусловно, то, что поддержат все. Это третий конечно, вопрос, конечно. сокращение, вот нам показывают твои коллеги, Да, 89,60% поддержали сокращение численности народных депутатов до 300. А было бы до 30, еще бы больше. Конечно. В общем, Да. в 2000 году Леонид Данилович Кучма инициировал проведение референдума, на котором тоже был вот этот вот вопрос. И он тоже, по-моему, получил 89,4 или 89,2. Но Верховная Рада отказалась имплементировать результаты референдума. Конкретно этот вопрос — это изменение в Конституцию, которое требует голосованием 226 позитивного решения Конституционного суда, который у нас сейчас, слава богу, независимый, и повторного голосования в 300 голосов. Мало реально при нынешнем. Это нереально. Это вообще То есть нереально. просто Потому что у «Слуги народа» большинства рабочего нету. То есть формально оно как бы существует, как суслик. Оно вроде как бы есть, только его никто не видит. Да? Я просто вижу себе эту ситуацию, когда президент приходит в проект, говорит, а не сократите ли вы сами себя, ну понятно, что же на следующий созыв, до 300. Ну, это же уменьшение персональных шансов каждого, кто хочет продолжить свою политическую карьеру, правильно? Я просто хочу спросить, а кого? Мне даже интересно, что ему ответят. Так зачем самому себя изначально загонять в ситуацию, где ты будешь, не лучшим, скорее всего, образом То есть, выглядеть? получается, практически ни одно из... Что мы не рассмотрели еще? Не, мы все рассмотрели, все. Почти ничто из этого, кроме медицинского каннабиса, который можно... Нет, так а СЭЗ на Донбассе — это не проблема. Давайте 226 и будет СЭЗ, свободная экономическая зона. Только, опять-таки, зачем об этом Но спрашивать мне кажется, людей? только хуже стало, потому что если бы просто в парламенте это проголосовали, такой бы реакции не было. А сейчас скажут, вы что голосуете, там разница вот такая вот менюсенькая. Ну вот, Да. кстати, в Крыму СЭЗ это было 226. 226, Мы же все 14. поняли, что это же оккупированная территория. Мы же говорим сейчас про неоккупированную Нет, а это на самом деле вот это последняя просто была свободная экономическая зона. Была в 2001 году, когда закрывали Чернобыльскую АЭС, в Славутиче, по-моему. Вот я сейчас боюсь ошибиться, уже я там деталей не помню, но на самом деле практика свободной экономической зоны, она достаточно распространена, она применялась в Украине не раз. Для тех мест, куда нужно направить Конечно. инвестиции. Но я просто говорю, что это западные, было например, обычное голосование парламента. Все как голосование, не знаю, там за программу празднования какого-нибудь национального праздника или там провозглашение там национальным праздником, например, Куран-Байрама, например. Тоже 226 и все. Ну да. Поэтому вообще сейчас в Верховной Раде начнутся очень интересные процессы. На 3 число пока предварительно назначено рассмотрение бюджета. Бюджета нету, заседания комитета нету, сводной таблицы нету, никто ничего не знает. И самое интересное, что с депутатами никто не ведет работу на предмет сбора голосов. Я имею в виду со стороны банка. Пока, правда, некогда было, да. пока, правда, и вести, во-первых, некому этим заниматься, а во-вторых, нет материалов. Но вот представь себе ситуацию. Есть проект бюджета. Всегда, естественно, в нем заложены хотелки, в том числе мажоритарщик. Точнее, в первую очередь То есть мажоритарщик. у нас минута осталась. Мажоритарщики смотрят на результаты выборов в регионах. Они помнят, что это их последний созыв как мажоритарщиков, что мажоритарка у нас все заканчивается. И они говорят, а чем мы должны за это голосовать? Мне от этого что? Очень цинично, но тем не менее. Так что я думаю, что в ближайшее время в парламенте начнутся центробежные процессы, и вопрос только в том, какие масштабы они приобретут. Я не успел тебе задать этот вопрос, уже нет времени, но, возможно, и будет переформатирование и групп депутатских. Да, фракций и однозначно так далее. будет, конечно. Да. Потому что очень разнородная фракция и правящая, и... Это то, чем... Нет, да. я ответила на это. Да, Конечно, это ответила, будет. Вопрос просто в ответила. масштабах. Да. Ну что, спасибо, что пришла. Спасибо, что Спасибо, пригласил. что смотрели. Мне кажется, аналитика очень серьезная, и она на самом деле общенациональная. Она не касается какого-то даже конкретного города. Это тенденция, за которой мы должны следить, как зрители канала ТР, одного из самых политизированных каналов Украины. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.